Прошли вы комиссии, все остальное, надо получать патент, а вот там отказ. Нет, не отказывал я. Ну, ждите наше сообщение. Вам послали сообщение, получили сообщение, СМС. Ваш патент готов, можно забрать. Ну, я пошел. Они говорят, ваши патенты не будем давать вам аннулирование. У вас какой-то штраф, такой-то говорит. Подписывай, говорит. Я не буду подписывать. Причина мне. Скажите, какой я не нарушал законы Российской Федерации. Они не могут объяснять причину мне. Мою причину. Что мне делать? Вот аннулируют. Они говорят, ты нарушил под Москве, говорят они. Вам отказ дали сейчас? Да? Я спрашиваю, вам отказ дайте мне просто. Да. Как ваша фамилия? Побежал. Вам же отказ, все. Ну, я же не нарушил. Дорогу Москва, Таджикистан. Вам дали отказ. Да. Написано 30.07.15 года за номером 98-39-97. Почему пораньше не сказали тогда? Я же... А потому что они должны забрать последние ваши копейки, потом вам скажут. А почему должны они вам раньше сказать, поехать? У вас еще 4000 рублей осталось, надо было оплатить вот этих называемых мошеннических групп. Еще они говорят, если не будешь подписать, тебе посадят. Пусть посадят меня. Сначала меня объясните. А что сказали, а что подписали, не понял? Вы там протокол подочника вам заполнили? Не, за то, что... Я согласна, чтобы все это... Да. Аннулировали. Я отказался потом. Может, вы написали, что я согласен добровольно покинуть территорию России? Да. То вас не отправили в спецприем? Да. А сколько денег вы общему заплатили? Вот поехали на границу, приехали сюда, заплатили то. Ну, 1040 есть почти? Да. Вот туда, 38, сколько там? 30 с чем-то, да. У вас семья есть в Таджикистане? Да, 4. За то, что я приехал в Москву, моя старшая дочка поступила в институт, поэтому она тоже шла. Да, с Таджикистана. Где там живет в Таджикистане? Город Хаджин, да. Хаджин. Да, с Витаминского района. Ваша дочка сейчас поступила в институт. Да. Отец взял кредит в банке, приехал в Россию работать, чтобы дальше иначе заплатить последующий за учебу дочери, правильно? Правильно. Помогли вам так, что последние деньги забрали, сказали, давай до свидания. Да. И почему это обращаюсь к вам? Почему пораньше мне не сказали они, чтобы не платил, ни расход не давал? Вот смотрите, у меня очень много таких бумаг. Да. Вот сегодня вот мы решаем выпуск, вот даже у меня вот девушка у меня работает, очень хорошо работает. Вот это заявление, сейчас вы тоже напишите заявление. Вот заявление напишите, значит, я по отношению, это мое личное решение, никто меня не может остановить. То, что со всех сторон было предпринято было мере, унизить таджикский народ, таджикской нации. Я называю таджикский народ, таджикской нации как хотят. Или трудового мигранта, как называют, да? Да. Я отправляю с вашим позволением. Отправляю материал возбуждения уголовного дела, чтобы прокуратура возбудила по отношению к представителям ФМС Сахара. Ну, не ФМС называется многофункциональный центр, где принимают мигрантов. Почему? Они, если должны были вам отказ написать, они обязаны вам был говорить. Вначале, когда пересекали вы границу. Вы пересекли границу, вас спокойно. Дальше вы пошли, стали на учет. Да. Вам дали регистрацию. Пошли комиссию, отпечатки пальцев сняли, все, потом вас отправили обратно на границу на Украину. Вы приезжаете оттуда к ним, говорит, вы извините, а вы уже заплатили 38 тысяч рублей. На границу заплатили, еще помимо этого за билет заплатили там, еще, ну, почти 60 тысяч получилось. Да. За регистрацию, за все вот ходили здесь, и это деньги у вас уже нет. Вы в долгах. Да. Поэтому я прокуратуру попрошу в чем? Возбудить уголовное дело по отношению к тех функционалам. Потому что они должны быть сразу с первого места. Что перед тем, что пройти человека в медкомиссии или сдать экзамен, проверьте, что данная регистрация является легальной, значит, действительно вы на учете ФМС стоите. Значит, к вам нет претензий со стороны других, соответственно, представителей, там даже тоже мегафона, там средства есть, связь так называемые, или по линии, значит, дорожно-патрульной службы, ДПС так называемые. Вот и все должны быть в папке у главного, что он говорит, извините, не надо платить.
Тогда вам обидно не было, правильно? Поэтому я пришел. Вот вы тогда должны говорить, я готов идти до конца. Я говорю. А я вам дам бумагу, я официально вам дам бумагу. Готовить вам сегодня, завтра, если мы будем работать, по этому всем вопросам. Вы с этой бумаги, как называемые, будете ходить, я вам дам. Любому покажи сотруднику, и пока я не добьюсь вот то, что правда, не буду возвращать мои деньги, вот мне бумага. При поддержке нашей таджикской диаспоры в России я не покину территорию России. Я ничего не нарушил. Ничего я не нарушил. Возвращайте мои деньги, потому что я получил кредит. А я в этом помогу вам. Хорошо. Помогу. Хотя бы, говорит, ради совести чистота таджикской нации. Просто человеку обидно. Человеку обидно, потому Да. что вы родились где? На Востоке. Да. На Востоке живут люди. Реально, вахти мора азомета на нас давит. Нам не надо обижаться, потому что мы люди. Молодами. Молодам сурати. Мухудотас. Худиро барати мол овоз балан кардан метона. Чунки онон худотасан. Ҳамин шумо ба ҳамин гурӯҳи 174 нафар нишаст ҳамроҳ мешаведтон ва нисбати ҳуқуқҳои инсонии худ мубориза сар мешавед.